Сегодня мы заглянем в прошлое, чтобы узнать, какой была традиционная посуда ингушей, как ее создавали, какие материалы использовали и какое место она занимала в жизни народа. Главным материалом для изготовления посуды в древние времена была глина. Гончары создавали кувшины, горшки, пиалы и миски, используя местные природные ресурсы. Глиняная посуда ценилась за свою практичность, она хорошо сохраняла тепло, а благодаря пористой структуре в ней можно было дольше хранить молоко, воду и масло. В зале этнографии у нас представлена медная посуда. Это кувшины, кумганы, котлы, чайники и многое другое. В прошлом в каждом селении было несколько кузнецов, которые занимались изготовлением медной посуды. Свои навыки и секреты мастерства они передавали из поколения в поколение, создавая прочные и красивые изделия, служившие людям долгие годы. Медная посуда среди ингушей играла важную роль. Она наравне со скотом выполняла меновую функцию, выплачивалась за обиду, оскорбление и убийство. Также по количеству привезенной ей медной посуды определяли и статус невесты. То есть, если в современное время, когда девушка выходит замуж, она покупает себе там бытовую технику, там, подарки, одежду и так далее, то в то время она с собой брала 7 предметов медной посуды, это обязательно, а излишне уже невеста считалась из очень богатой семьи. Ранее во дворах не было воды, поэтому девушки поднимались к дну ущелья, набирали воду и несли ее домой. Замужние женщины носили кувшины на спине, а не замужние на плече. Таким образом, мужчины могли легко отличить замужнюю женщину от девушки. Кроме того, различие было и в форме самих кувшинов. У замужних женщин они были более широкими и низкими, а у незамужних – узкими и высокими. Медные и бронзовые подносы тоже занимали важное место в быту. Они использовались для подачи пищи во время застолья и имели красивую чеканку с узорами. Такие подносы часто передавались из поколения в поколение как семейные реликвии. Не менее важной была деревянная посуда, которую чаще всего использовали в повседневной жизни. Деревянные чаши и миски были легкими, прочными и удобными в использовании. Их вырезали вручную, придавая округлые формы и украшая простыми орнаментами. Вплоть до 20 века ингуши пользовались и деревянной посудой. Здесь у нас представлена маслобойка. А вот такую маслобойку могли позволить себе только состоявшиеся ингуши, так как стоило дороже. Представлена здесь декоративная тыква, чашки, паломники и многое другое. Со временем в обиход ингушей вошла посуда из металла. Особенно популярным были казаны и котлы, которые использовались для приготовления пищи на огне. Казаны отличались своей прочностью и могли служить не одному поколению. В них готовились мясные блюда, традиционно хингалы и супы. Сохраняя традиции и передавая их следующим поколениям, мы не просто вспоминаем прошлое, но и бережем свою культуру, ведь именно в деталях заключена душа народа, его мудрость и самобытность.